В этих колониях процветает рабство. Рабство, и там все идет через физическое насилие, унижение, шантаж. На свободу киевлянин Олег вышел полгода назад. До этого 5 лет провел в 100-й колонии под Харьковом. Этой тюрьмы, утверждает Олег, заключенные боятся как огня. Чтобы в нее не попасть, откупаются немалыми деньгами. Они меня покалечили, смирительную рубашку применяли. Это пытки, которые не оставляют синяков. Не лучшая слава ходит и о 25-й Харьковской колонии. 25-я колония, я вам скажу, наверное, это считается в Украине самая масштабнейшая из учреждений, которые, даже, наверное, не передать, какому количеству было поддано пыткам осужденных. Мы неоднократно обращались за комментарием и в пенитенциарную службу, и в саму 25-ю колонию. Чиновники все обещали ответить на наши вопросы, мол, скрывать нечего, но времени на общение так и не нашли. А Павел помнит совсем другую реальность. В 25-й колонии он отсидел несколько сроков, всего около 12 лет. Да, реально в день ты видишь, били на твоих глазах 100-150 человек, то это страшно. И Олег, и Павел сегодня активно занялись правозащитной деятельностью. Большие надежды возлагали на миссию ООН по предупреждению пыток. Но делегация со скандалом досрочно прекратила свою работу в Украине. Мы не смогли посетить некоторые места, в адрес которых мы слышали многочисленные и серьезные обвинения о задержании людей и о том, что здесь, возможно, имели место пытки или жестокое обращение. Малкольм Эванс, председатель подкомитета ООН по предупреждению пыток. Речь идет об отделениях службы безопасности Украины в Мариуполе и Краматорске, куда делегацию ООН попросту не пустили. Глава СБУ Украины объяснил, разрешение на посещение СИЗО в зоне АТО делегатам никто не давал. О пытках глава СБУ ничего не сказал. У нас не содержатся люди в районных подразделениях. Там работают районные сотрудники. Там стоит аппаратура засекречивания, оружие, документальные материалы. Мы показали около 600 человек, задержанных СБУ. В ближайшее время делегация подкомитета ООН надеется вернуться в Украину и продолжить работу. Однако власти не дают никаких гарантий, что миссия на этот раз получит доступ ко всем учреждениям. Уляна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев.